уважаемые слушатели, напоминаю о необходимости отключить звук мобильных телефонов. Начинаем второе отделение. На создание сочинения, которое прозвучит сейчас, Рашида Калимуллина вдохновили произведения ингушского фольклора. Известные народные темы приобрели новый колорит звучания благодаря мастерскому использованию композитором симфонических красок с применением ритмов и тембров, близких для нашего восприятия. Калимуллин «Свет в горах» – симфонические танцы на ингушские темы. В 4 частях. «Я жду тебя», «Дарида» – шуточные куплеты, «Лучше бы я тебя не встретила», «Выйду замуж только за своего молодого и красивого» – шуточные куплеты. Московский государственный академический симфонический оркестр, дирижер Айрат Кашаев.
Для композитора лучший подарок, когда его музыка звучит со сцены. А сегодня концерт особенный у маэстро Рашида Фагимовича «День рождения». Для поздравления приглашается историк театра, культуролог, заслуженный работник культуры Республики Ингушетия, соруководитель проекта «Ингушская симфония» Рустам Русланович Таркоев. Добрый вечер, уважаемые гости, оркестр. Рашид Фагимович, позвольте мне от лица деятелей культуры и искусства Республики Ингушетия, от себя лично, от руководителей проекта «Ингушская симфония» Айны Ильясовой и Тимура Дзейтова поздравить вас с днем рождения. Ваше творчество на протяжении многих лет вдохновляет нас. Вы в полной мере реализовали понимание и чувство, что национальную культуру нужно развивать. Проект «Ингушская симфония» подарил нам потрясающие произведения, в которых вплетена ингушская народная культура, уникальная культура. Благодаря вам и вашему наставничеству талантливые композиторы страны написали свои произведения на основе ингушской народной музыки. Вы делаете благое дело. Надеюсь, проект «Ингушская симфония» продолжит свой путь. Рашид Фагимович, я знаю, что у вас очень большая коллекция национальных инструментов. Вы большой друг ингушского народа. К сожалению, ингушского национального инструмента в вашей коллекции не было, Рашид Фагимович. Поэтому это упущение сегодня я хочу исправить и подарить вам архаичный, народный ингушский инструмент дахчан-пандар. Всего 3 струны, но каждая струна – это боль, это радость ингушского народа. Это музыка, которая звучала с помощью этого инструмента, вдохновляла людей, объединяла людей и верила, и дарила веру в жизнь. Поэтому я желаю вам всегда быть счастливым, и чтобы у вас было очень много вдохновения. Спасибо вам большое. Благодарим вас, Рустам Русланович.